Неудобства, которых ждали строительство двухуровневой развязки на финишной прямой. Дорожники обещают через 2 недели запустить движение на мосту. А значит, федеральная трасса «Кавказ» на этом участке будет разгружена. Насколько комфортным будет движение, можно судить уже сейчас. 4 полосы, разметки, освещение. В общем, все как и полагается. Сейчас рабочие крепят барьерное ограждение. Осталось сделать задорожными знаками и фонарями. Столбы уже установили. Для тех, кто не знает, принцип работы развязки устроен так. Мост соединяет федеральную трассу, а движение Магаз-Назраль напрямую будет проходить под мостом. Простыми словами, местная и федеральная дороги разделены. Заехать и выехать на трассу можно по асфальтовому покрытию рядом с развязкой. Одна половина участка уже завершена. Сейчас вот мы находимся под путепроводом. Это участок у нас с круговым движением, где будет осуществляться, значит, движение по направлению Магаз-Назраль. Вот, значит, в данный момент здесь завершается установка, значит, столбов освещения. Дорожники скоро приступят и к реконструкции второй половины участка трассы. Дорога разгрузится, а пока тем, кто хочет заехать и выехать из Магаза, придется немного потерпеть. Производим реконструкцию 350-метрового участка автомобильной дороги. Значит, так как она является 4 полосы, будет закрываться пополам. То есть определенные неудобства будут, но они не будут ощутимо влиять на передвижение транспорта. Тем временем на месте старого Икажевского круга также начали строительство двухуровневой развязки. Она будет устроена точно так же, как и Магазская, и работать по тому же принципу. Там работы сейчас находятся на этапе возведения подпорных стен, подходов к будущему путепроводу. И со вчерашнего дня начались работы по устройству средней опоры путепровода. Также дорожники приступили к возведению шумозащитных экранов длиной 8 километров. Такую конструкцию в основном строят вдоль крупных проспектов, автомагистралей, железных путей, чтобы максимально снизить дорожный шум для местных жителей. А мы знаем, отличительная особенность отрезка АТ-Кавказ, проходящая в Ингушетии, он соединяет несколько населенных пунктов. Начали строить и надземные пешеходные переходы, без которых людям просто не обойтись. Один очень скоро появится рядом с мемориалом памяти и славы, а второй должны были открыть к 1 сентября рядом с 6-й школой. Вот только все пошло не по плану. Работы на данном участке как бы начали производиться. По правой стороне был устроен свайное поле. Вот. На этапе устройства свайного ростверка, значит, на противоположной стороне, значит, было противодействие со стороны местного населения. При обращении как бы к администрации города, мы внятных ответов на решение данной проблемы мы не получили. Таким образом, вина затянувшихся работ на трассе «Кавказ» — это земельные вопросы в частном секторе, которые медленно, но все же решаются. Так или иначе, проблемы пробок и длинные заторы скоро для автолюбителей останутся в прошлом, ведь дорожные преображения можно наблюдать уже сейчас. Именно в час пик на этом Магазовском кругу бывают какие-то заторы. Но сейчас решение этой проблемы уже как бы наглядно уже видно. Работы должны завершить к концу ноября. Дорожники планируют сдать 20 из 26 километров реконструируемой трассы. Со слов специалистов, трудности зависят от решения земельных вопросов. Если в них удастся наконец поставить точку, то отреконструировать планируют еще больше километров. А 2 развязки в Карабулаке по типу Клевер и Икажево к тому времени сдать не получится. И все по той же причине. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.